Пандемия коронавируса изменила нашу жизнь. Многое, что совсем недавно было само собой разумеющимся, сегодня зачастую приходится откладывать или делать с мерами предосторожности. Но жизнь не стоит на месте. Соблюдая все предписания и меры предосторожности, группа студентов Юго-Остинского государственного университета в рамках реализации программы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения Республики Южная Осетия на 2020-2022 годы посетили исторические и другие значимые места Пятигорска и Ставрополя. Уже отъезжая от родного вуза, студентам было ясно, поездка предстоит интересная и познавательная. Руководители группы, молодые преподаватели, историки Николай Базаев и Хетак Тедеев знакомили студентов с достопримечательностями родного края, проезжая по Транскаму в Северную Осетию. Непринужденное общение в дороге прерывали песни и шутки студентов. На пути следования молодежи первым был красивый и полный интересных исторических памятников и музеев город Пятигорск. Музей истории «Россия. Моя история» в Пятигорске таил много новшеств и важной информации. День Каразин находился под командованием повстанческой армии. В историческом парке Ставрополя перед взорами студентов предстали образцы боевого оружия российской и советской армии. Он один из старейших в регионе на сегодня и хранит много интересных экспонатов. Студенты живо обсуждали все увиденное, не забывая запечатлять в фотографиях свое пребывание в том или ином заинтересовавшем их месте. Завод, это как раз военный завод, который выпускал артиллерийские орудия для морского флота, для сухопутной. Заинтересовал и увлек студентов дом-музей учителя Костахи Тагурова, художника-академиста Василия Смирнова. Посещение этого исторического места стало возможным благодаря остинской диаспоре в городе Ставрополь, возглавляемого Тамерланом Зелимхановичем Ватаевым. Когда в 1893 году Коста прибыл в Ставрополь, он нашел себе работу в редакции газеты «Северный Кавказ». Редакция здесь неподалеку. Буквально пройти наискосок, может быть, метров, не знаю, меньше 100, наверное, и находится редакция. И как раз же тут дом учителя Смирнова. И Костак пришел к Василию Ивановичу, а его с радостью приняли. И вот эти комнатки, которые были родительскими спальнями, предоставили Коста. Ему это было очень удобно, потому что, во-первых, отдельный вход, и он не беспокоит, даже если возвращается поздно или уходит рано, не беспокоит ни хозяев, ни детей. Тепло и по-домашнему приняли студентов ЙОГУ в остинской общине. Тамерлан Ватаев рассказал о работе возглавляемой им общественной организации «Остинское культурно-просветительское общество Ставропольского края Алания». Отметил, что их гостями становятся известные люди Осетии, в их числе и ректор ЙОГУ Вадим Тедеев. Передал в дар вузу памятные подарки. Я хойна Аланты и Рон Фарнхазар. Создали диаспору, которая называется Алания, Остинский культурно-просветительский центр Алания. И мы занимаемся очень многими вопросами. Мы оказали, когда была очень сильная эта пандемия, мы оказали благотворительную помощь Южной Осетии. Мы отправляли медикаменты Северной Осетии, Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкесия, весь Ставропольский край, так как мы здесь сами живем в Ставропольском крае. К нам приезжают ребята с Южной Осетии. Футбольный клуб мы создали. Тидеев у нас руководитель этого футбольного клуба. Мы сделали хорошую команду футбольную. У нас работает здесь, в нашем центре, работает школа остинского языка. И работает студия остинских танцев. Несколько дней пролетели незаметно. Насыщенная увлекательная программа поездки подошла к концу. Дорога домой была наполнена эмоциями от увиденного, встреч с интересными людьми. По возвращении студенты с руководителями поездки встретились с ректором Вадимом Тедеевым. Поблагодарив его за организацию поездки и возможность посетить столько важных с точки зрения исторической значимости мест, передали слова приветствия руководителю вуза от председателя Остинской общины Ставрополя Тамерлана Ватаева. Ректор ЙОГУ со своей стороны выразил ему благодарность за добрую встречу и общение со студентами. Выслушав студентов, Вадим Тедеев поощрил самых ответственных и креативных участников поездки, которых определили сами студенты. Ими оказались студент специальности актерское искусство Игорь Тедеев и сестры Габараевы Индира и Арина. Особо поблагодарил руководителей группы, преподавателей Николая Базаева и Хетага Тедеева за ответственный подход к любому вопросу и поручениям.
В целом поездка все очень довольны, все очень благодарны. Я лично им хотел сказать спасибо Вадиму Булгазовичу за такую возможность, что была возможность увидеть, узнать что-то новое. И хотелось бы сказать спасибо от меня, как от председателя Студсовета, потому что эта поездка была важна для сплочения нового состава. Они очень сдружились, и практически это уже как одна большая семья. Очень хочется подчеркнуть тот факт, что нас встретила осетинская диаспора. Встретила она нас очень тепло. Также благодаря осетинской диаспоре мы посетили музей имени Смирнова, в котором очень часто жил Коста Хитагуров, так как Смирнов с Хитагуровым были друзьями. Нам показывали очень большое количество разных экспонатов. Очень приятное впечатление осталось от обоих городов, что от Пятигорска, что от Ставрополя. Данное мероприятие очень сплотило наш актив студенческий. Мы узнали много нового. Atsefons bonutestem Pятигорском Ставрополе. Назар дамазы тынгфасади. Абахтойнын алахызун сымадисон экскурсий. Ама назар гураттардан равдыстой, густардарнам тынгхорс бадис. Назар дамазы тынгфасадис. Ставрополына ирун диаспорадар вазагот фахотта. ومن فلك قد كوتوي فاتسين الكوتوي Çalıp da Stavropol'e Hurşar'ı